медленно идет по тропе среди жнивья. Вокруг никого нет, отшумело лето. Женщина останавливается и долго смотрит вокруг старыми потускневшими глазами. «Здравствуй, поле», — тихо говорит она. «Здравствуй, Толганай, ты пришла, и уже совсем седая, с пасашком. Да, старею. Прошел еще один год, а у тебя, поле, еще одна жатва. Сегодня день поминовения. Знаю, Толганай. Отец, я не знаю, где ты похоронен. Слушай меня, Тарикул Айтматов. Мама, ты вырастила всех нас четверых. Слушай меня, Нагиме Айтматова. К вечеру мы были уже на станции. Только что приехали, сразу побежали на пути. Словно Масалбек, сын мой, должен был тотчас же прибыть. На станции никого не было. Стоим, как сироты. Куда идти, что делать, не знаем. В это время послышался шум поезда. Вот и паровоз прошел в снежной пыли. Поезд остановился. Мы бросились бежать вдоль состава, подбегали к каждому вагону и спрашивали: «Скажите, здесь Суванкулов Масалбек? Простите, нет здесь Суванкулова Масалбека?» Одни отвечали, что не знают, другие молчали, иные усмехались. Пока мы бегали взад и вперед, поезд тронулся и ушел. Всего-то 3 минуты, оказывается, стоянка на нашей станции. Мы остались стоять, словно птицу выпустили из рук. До самого рассвета мы с Алиман не присели. То и дело бегали взад и вперед вдоль эшелонов. Настало утро, пора было уезжать, сено у лошадей кончилось. А вдруг мой сын не проезжал, еще тогда как? По-разному думали, решали мы с Алиман, но уехать не посмели. Погода была холодная, ветреная. И вдруг тучи развеялись, и солнышко проглянуло. Ах, подумала я, вот бы и сын мой Масалбек блеснул бы, как солнышко из-за туч, показался бы на глазах хоть разок. И тут вдали послышался шум поезда. Земля задрожала под ногами, рельсы загудели. С грохотом, в дыму, в пару мимо пронеслись 2 черных паровоза. За ними на платформах танки, пушки, укрытые брезентом. Мелькнули солдаты в приоткрытых дверях теплушек. И пошли вагон за вагоном проносить на мгновение лица, шинели, обрывки слов, звуки гармонии и балалаек. Засмотрелись мы. Тем временем прибежал какой-то человек и закричал нам на ухо: «Не остановится, не остановится! Прочь, прочь с путей!» И стал отталкивать нас. И в эту минуту раздался рядом крик: «Мама! Алиман!» Он, Масалбек! Ах ты, Боже мой, Боже! Он проносился мимо нас совсем близко. Одной рукой держась за дверь, а другой махал нам шапкой, кричал, прощался. Я точно помню, как крикнула ему: «Масалбек!» И в эту минуту увидела его точно и ясно. Ветер растрепал ему волосы, полы шинели белись, как крылья, а на лице и глазах и радость, и горе, и сожаление, и прощание. И не отрывая от него глаз, я побежала вдогонку. Мимо прошумел последний вагон эшелона, а я все бежала за ним по шпалам, а потом упала. Ах, как я стонала и кричала. Сын мой уезжал на поле битвы, а я прощалась с ним, обнимая холодный железный рельс. Все дальше и дальше уходил перестук колес, а потом и он стих. И сейчас еще порой кажется мне, будто сквозь голову проносится этот эшелон, и долго стучат в ушах колеса. Алиман добежала вся в слезах, хочет поднять меня и не может, захлебывается, плачет. Она вывела меня на обочину дороги, и когда мы подходили к станции, Алиман протянула мне
солдатскую шапку. «Возьми, мама», — сказала Алиман. «Это Масылбек оставил». Оказывается, он выбросил мне свою шапку, пока я бежала за вагоном. Она и сейчас еще висит у меня на стене. Обыкновенная серая солдатская ушанка со звездочкой во лбу. Иной раз возьму ее в руки, прижмусь лицом и слышу запах сына. Скажи мне, поле, земля родная, когда, в какие времена так страдала, так мучилась мать, чтобы только один раз, только мельком увидеть своего сына? Так пусть я буду последней матерью, которая так ждала сына. Не приведи Бог никому обнимать холодный железный рельс и биться головой о шпалы. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы от всей души рады видеть вас сегодня в этом зале на юбилее замечательной актрисы, заслуженной артистки Российской Федерации, лауреата международного конкурса чтецов имени Яхонтова Мелиачет Зеховой. زحملاتشات ما فتش دزغوش نوش قزرق وعمجة تحشق بسوش خوش شتاء. Очень приятно, что сегодня столько почитателей таланта этой актрисы пришло разделить с ней ее радость. И сейчас я приглашаю на сцену министра культуры Республики Адыгея Касея Хачигогу. Дорогие друзья, Мила всегда умеет начинать с того момента, который трогает. Песня, объединяющая нашу студию. Ребята, курс наш о многом мне сегодня напомнил. Ну, я сначала выполню миссию без своих собственных слов. Это приветственный адрес Кабинета министров. Я думаю, что если я все зачитаю, вам не это главное будет. Здесь очень много теплых слов, но основные какие-то моменты я все-таки прочту. От имени Кабинета министров Республики Адыгея, от себя лично, сердечно поздравляю вас с юбилеем. На протяжении многих лет вы беззаветно служите культуре своего народа и своим вдохновенным творчеством вносите вклад в развитие современного искусства Адыгеи. В настоящее время ваша творческая деятельность связана с государственной телерадиокомпанией Республики Адыгея. Благодаря организованной работе художественной редакции под вашим руководством на экране адыгейского телевидения за неполные 10 лет создан коллективный творческий портрет деятелей культуры и искусства республики. Именно под вашим руководством осуществляются многие телевизионные проекты, пользующиеся большой популярностью не только у зрителей Адыгеи, но и соседних регионов. Но за все годы работы на телевидении вы не расставались со сценой Адыгейского государственного театра. Наиболее ярким вашими работами стали такие роли в спектаклях, как «Эмилия», «Отелло», «Шекспир», «Кето», «Если б небо было зеркало», Думбадзе, «Эльмира», Тартюф, Мольера и так далее, многие-многие другие. Дальше заканчивается все это очень приятными словами. Свой юбилей вы встречаете в отличной, творческой, прекрасной форме, сочетая мудрость, трудолюбие и огромное человеческое обаяние. В день вашего юбилея, уважаемая Мелиачет Зауркановна, искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни, успешной реализации творческих планов на благо процветания многонациональной культуры Республики Адыгея. Премьер-министр Республики Адыгея Ходе. Дорогие друзья, я почему говорю, начало она знает
А вот она затронула нас на серьезную тему, и сразу же начинать выплясывать, танцевать уже как бы не хочется, говорить хочется о серьезном. Да, Мелиачет очень серьезный человек. Я по курсу знаю человека очень трудолюбивого, очень напористого, который добивается своей цели обязательно и очень сердобольную. Мне это не раз приходилось видеть. Мы много пережили с ней и горя, и радости. Я предчувствую, что сегодня о некоторых вещах она нам напомнит. Без этого она не обходится, потому что у нее это все на сердце. Я хочу сказать от себя лично еще вот о чем. Мелиачет зихага хлебкр, хлебк даху, хлебк йну, хлебк гушкочит захар. Захакам абкичже мзалам хаквагр мачеб. Челец дахар кафитфох. Исаби хар дшу дахах, хубхах. Ялах насипин яу. даху дагу برزدش الكوسي صفات صافلاو وبسوق زحمه يحلب بخر نو اخر زغ داخر بلا جدس بلا جدس وبسويسو. Ну, от себя лично и приветственный адрес от Министерства культуры здесь я не менее ласковый, не менее тепло высказал. Здесь все оно есть. И что-то еще тут есть, да? Внутри, да, есть. Что-то есть. Цветы. Это моя семья, мой дом. Это я. Родилась я в Краснодаре, в семье учителя. Мой папа и мама, они были как бы две половинки. Папа у меня был такой на классике воспитанный, пел старинные романсы, арии из опер. А моя мамочка пела адыгские народные песни и шаляват какого-то. И вот это сочетание, наверное, папы и мамы, таких разных, и в то же время напоминающих старосветских помещиков, которые были оба не очень здоровые люди, они оба были инвалиды, но они, оберегая и любя друг друга, ценя, прошли по жизни рядом. Я хочу, чтобы сегодня имена прозвучали в зале. Это Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе. И я, естественно, как любой творческий человек, думала о том, что наступит момент, когда будет творческий вечер, о чем будешь говорить, что будешь вспоминать. Я знала всегда, что в этот день я обязательно вспомню тех, кого сегодня нет, но они были бы здесь со мной рядом. Я прошу, давайте мы все сейчас просто помолчим и вспомним тех, кто ушел. Я имею в виду тех ребят, которые учились с нами вместе, и тех, кто ушел позже уже, когда мы были постарше и работали в театре. Наша студия, Ленинградская студия, все, кто сидит в зале, я думаю, что пришли люди, кто знает и нашу судьбу, и нашу историю. Вот такая вот немножко надломленная получилась. Но я думаю, что здесь есть люди, которые знали и помнят тех, кто сейчас будут на экране. Давайте просто посмотрим и вспомним их.
Мелайчет Зехова около 30 лет работает на сцене Адыгейского драматического театра. За эти годы она сыграла более 100 ролей. Это и комедийные, и трагедийные роли, и сказочные персонажи. И кроме ее ролей в театре, вы, конечно, помните ее роли в телевизионных фильмах. А впрочем, смотрите сами. Дорогая Мелайчет, дорогие друзья, сегодня поистине, можно сказать, большой праздник всех поклонников вашего прекрасного таланта. Позвольте мне от имени Государственного совета ХАС Республики Адыгея, от всего депутатского корпуса вручить высшую награду Государственного совета нашей прекрасной актрисе Мелайчет. Почетной грамотой парламента Республики Адыгея награждается Мелайчет Зауркановна Зехова, начальника отдела художественных программ Государственной телерадиокомпании Республики Адыгея за многолетний творческий труд, личный вклад в реализацию государственной политики в области культуры, заслуги в развитии жанра художественных программ на телевидении Республики Адыгея. Председатели палат Республики Адыгея Мухарби Хаджиетович Тхаркахов, Татьяна Михайловна Петрова. سوادش سقيج السدوناي وستاون قجاسو سقر سقزاجو سقوات خفيف شناداي زيت الصباحا ونفشا قسمتا وخاتا وبر السدوناي ويشو شاونا Гурчегана хычысы, арқапсын ода хусидуна. Тыгосы раджебун, уйши затарахо, вахат ода хусидуна. Хаты удететни, ни турптесныхо, сапша одежи сидунай, зыка свобрака, напша посавата, ухата обара сидунай. Вишуша оны, гурчега махычысы, атқапсан одаху сидунай. Сqija wadaj sidunay Wipsahe usama Sigur qagachafo Sqasa wadaj sidunay Zita sababa Nafsha qasavta Ukhata wabarra sidunay Vishwa shagunu Гурчега махычысы, аттапсан одаху сидунай. Вишва
飘了，不觉嘛可就是阿卡山我的后西多那。Поклонники таланта Меличет Зеховой есть не только в ее родной Адыгее, но и далеко за ее пределами, и даже за пределами России. Свидетельством тому служат многочисленные телеграммы, поступающие в адрес юбиляра. Позвольте зачитать некоторые из них. Уважаемая Меличет Зауркановна, коллектив Комитета Республики Адыгея по делам печати, информации и общественно-политическому прогнозированию сердечно поздравляет вас с замечательным юбилеем. В этот знаменательный для вас день особенно приятно отметить, что вы своим ярким творчеством и высоким профессионализмом заслуженная артистка России в значительной степени обогатили духовный мир жителей Республики Адыгея. Особенно приятно, что одной из колоритных сторон вашего многогранного таланта стала журналистика. Ваши телепрограммы «Есть только миг», «Театр и вся жизнь» и многие другие неизменно собирают перед экранами широкую аудиторию благодарных ценителей искусства, заслужив среди них глубокое уважение и авторитет. Уверены, что благодаря огромной жизненной энергии и созидательному потенциалу вы и далее будете играть большую роль в отечественной культуре, радуя многочисленных ваших поклонников новыми профессиональными успехами на сцене и телевидении. С глубоким уважением, заместитель председателя комитета Мурат Шхалахов. Уважаемая Меличет, сердечно поздравляю с замечательным юбилеем. Вся ваша жизнь связана с искусством, где вы достигли высоких результатов и получили признание народа. А в последние годы ваш талант ярко проявился на телевидении, где вы стали организатором, автором художественного вещания. Я всегда тепло вспоминаю годы совместной работы. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семье. Председатель ГТРК «Волгоград» Асланбек Кирашев. Дорогая Меличет Зауркановна, поздравляю вас от всей души с юбилеем. Оставайтесь всегда такой же красивой, молодой и обаятельной. Пусть ваш огромный талант и энергия еще долго служат на благо процветания нашей национальной культуры. Пусть дом ваш будет полон друзей и в нем звучит радостный детский смех. Здоровья, радости, счастья и любви. С уважением, Аслан Готов, композитор, аранжировщик Академического большого концертного оркестра имени Силантьева, Москва. Милая Меличет Зауркановна, поздравляю с совершенстволетием. Желаю вам всего того, что вы желаете себе. Счастлива, что мне пришлось с вами работать и дружить. Желаю вам новых ролей, новых передач, новых внуков. Елена Анзауровна Хагурова. Дорогая Мила, поздравляю с юбилеем. Пусть твоя жизнь будет наполнена счастьем, здоровьем и любовью. Юрий Нехай, Общественное российское телевидение, Москва. Наша Миля, поздравляю вас с юбилеем. Вы достойны самых громких похвал за то, что гордо несете знамя адыгской культуры. Вы любимица нашего народа. От души поздравляю всю семью Зеховых, гордость и надежду Адыгеи. Будьте счастливы. Горячий ключ, Ким Мамиёк. Дорогая наша Меличет Зауркановна, поздравляем вас с юбилеем. Примите наши пожелания. Спросят женщину, сколько ей лет, а она улыбнется в ответ. И вы сами решаете тогда, ей какие дадите года. В каждом возрасте прелести лет. В 18 ромашек букет, 20 лет это розы бутон. С каждым годом прекраснее он. Возраст розы не будем считать. Сколько ей? 25, 45. Пусть не вянут ее лепестки, и не сохнет она от тоски. И дыхание любви пусть всегда согревают ей дни и года. Президиум Адыгейского республиканского совета профсоюза работников культуры. Дорогая, бесконечно уважаемая Мила, искренне поздравляю тебя с юбилеем. Находясь далеко за пределами Адыгеи и вспоминая своих земляков, вспоминаю тебя как человека необыкновенного, доброго и открытого. Счастья тебе, твоим близким и твоему замечательному супругу, и моему уважаемому земляку Зауру Зехову. Мурат Хупов, композитор, дирижер, Барселона, Испания.
Уважаемая Милячет Зауркановна, от всей души поздравляю вас с юбилеем. Вспоминая годы учебы, с особой теплотой вспоминаю ваши уроки. Ваша душевная теплота, забота останется в нашей памяти, в памяти благодарных учеников на долгие годы. Счастья, здоровья, новых творческих достижений. Ваша бывшая ученица, редактор гостелерадиокомпании Республики Адыгея Азида Хашханокова, Москва. И еще одно поздравление пришло к нам по интернету из Нью-Йорка. Милячет Зауркановну с юбилеем поздравляют Жанна Хуака и Залим Иругов. Hello, Milочка. And I want to say hi everybody who came for Mila. Приветствуем вас, Милячет Зауркановна. Приветствуем всех, кто сегодня собрался в зале поздравить нашу любимую Милу. И этот замечательный, знаменательный день, Милочка, хочу пожелать вам женского счастья, здоровья. За какую бы вы работу ни взялись, у вас всегда получается почему-то. Так пусть же всегда сопутствует вам фортуна. Вы всегда относитесь к окружающим по-человечески тепло. И вам отвечают любовью ваши коллеги, ваши поклонники, ваши ученики. И пусть эта любовь только приумножается. И знайте, что далеко за океаном вас помнят и любят. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Mila, happy birthday to you. Настолько в ней много тепла, настолько в ней много добра, ее на всех хватает. Я ее знаю 25 лет. 25 лет я не перестаю удивляться и преклоняться перед этой женщиной. Она для меня эталон, потому что у нее хватает тепла на всех. Кому плохо, все приходят и все плачутся к ней в жилетку. И на всех у нее хватает время. И когда мы ждали всем театром рождения третьего ребенка, и, естественно, сына, и родился сын, сколько счастья мы все испытали вместе с этой удивительно гармоничной семьей. Сколько радости было. Но в то же время мне казалось, что у Милочки не будет времени хватать, чтобы заниматься общественной работой и театром. Но, представляете, на все хватало. Не прошло и 2 месяцев, Мила появилась в театре, и опять закипело все. И вы понимаете, сколько людей, вот сейчас вот полный зал, аншлаг, это все ее друзья. И, естественно, каждый найдет, каждый вспомнит, сколько много добра она могла сделать для каждого из вас. Низкий поклон ее родителям. Дорогая Милячет Зауркановна, от всего сердца шлю вам поздравления со славным юбилеем от имени Союза театральных деятелей России и от себя лично. Спасибо вам за ваше преданное служение искусству. Всех земных благ вам и вашим родным, кавказского долголетия, больших творческих взлетов. Искренне ваш Александр Калягин. Милячет! О! Saúl mı? Adam verir. Evet, Saúl, живая рыба.
Молодец, жил, будет такая. Давай. Вон камса. Вот теперь. Молодчат! Любимая, дорогая. Ну что там вчера? Яла, заур, кому бытов, зи кому бытов, но он пай урамуху. А ваш кому бытов кума, готова? Заживата уже. А что, бытов кому пакута? Это не бутафорская рыба, живая рыба. Раз. Девчонка. Писалом хочу. Заур! Апартеп за жешмир! Вашему столу. Повернулись! من شحبة شاكوتي حاجة لخر إخلاص بشاخوس ملاجت أفداسة تزرع فشتة زرع تلتري تزرع بلي تزرع شجوة قد غلا واجد ينقوي ميلا утичас утишичал وبسو. Честно говоря, перед выходом на сцену в этот раз мы волновались больше, чем обычно. Дело в том, что Мелечет Зауркановна – наш педагог по сценической речи. Да, не удивляйтесь. Помимо творческой деятельности, Мелечет Зауркановна занимается еще и педагогической. И сейчас мы приглашаем на сцену ее бывшего ученика, а ныне ее коллегу по работе, режиссера гостелерадиокомпании Республики Адыгея Юрия Григоренко. Заполнен зал, в котором было пусто. На сцене свет, а в зале меркнет свет. Сейчас вас будут развлекать искусством. Сегодня просто плановый концерт. На 2 часа вы станете добрее. Быть или не быть, решите в пользу быть, чтоб ни о чем потом не сожалея уйти домой и все к чертям забыть. На празднике, на вашем, который вы встречали, весь город был украшен волшебными свечами, а свечи так горели, так искренне, так ярко, что к вечеру сгорели без дыма, без огарка. Не дай вам Бог хоть раз зайти на сцену с той стороны, где дверь служебный вход, где все имеет подлинную цену, где все не так, где все наоборот, как вы любили кости мыть артистам за водку и за низкую мораль. И в личной жизни, мол, у них нечисто, и часто, мол, спиваются, а жаль. Как вам не стыдно, уберите лапы, не смейте лгать и верить тем, кто лгал. А тихо встаньте и снимите шляпы пред тем, кто вас сегодня развлекал. На празднике, на вашем, который вы встречали, весь город был украшен волшебными свечами, а свечи так горели, так искренне, так ярко, что к вечеру сгорели без дыма, без огарка.
Счастья вам, здоровья и всего того, чего бы вы хотели. Мы хотим пригласить на сцену ребят, которые, честно говоря, Молча Зарукана, вас ревнуем.